Исламской традиции в Дагестане уже более 13 веков. На территории республики сохранились уникальные памятники архитектуры времен зарождения религии в стране гор. Один из них – старейшее медресе аула Цахур. Оно считается первым религиозным образовательным учреждением на территории Северного Кавказа, а может быть и России. Основанное в 1079 году медресе стало центром изучения ислама. Подробности в материале Хадижи Атмазгаровой. Село Цахур. Именно здесь более 1000 лет назад было основано медресе – первое исламское образовательное учреждение в России. Появившееся за 14 лет до Болонского университета, а это старейшее непрерывно существующее учебное заведение Европы, медресе является уникальным памятником мемориальной и духовной культуры горцев. Если взять возрождение, как ислам заходил на Кавказ, он заходил отсюда. Первый этот визиром Аль-Мульком была построена она. В этих стенах некогда обучали арабской грамоте имамов из самых разных уголков Дагестана. Всего же медресе выпустила 38 алимов республики. Вот 38 алимов, да, мы, которые, говорю, шейхов вышло, вот говорят, они же не все с Цахура, они с разных мест все были. Поджоги, землетрясения, набеги. Известно, что 2 раза здание было сильно разрушено и восстановлено силами местных жителей. В советские годы здесь функционировала общеобразовательная школа, и лишь в 90-х, по желанию местных жителей, в стенах медресе открыли мечеть. Многие исторические факты сегодня стали известны благодаря переводам старинных книг. В них как история села в целом, так и памятные события самого медресе. Золотой фонд Цахурской мечети, редчайшие экземпляры рукописных Коранов. Самая старая книга датируется XVI веком. Примечательно, что книги издавали в самом медресе, ведь когда-то Цахур был центром книгописания в Дагестане. Как вот ислам начинался, какие обычаи, какие вот эти, все, оказывается, было описано вот здесь. Сейчас мы сохранили библиотеку, видите, да, что мы смогли сохранить. Мы сюда приезжали, мы хотим создать музей, чтобы сохранить, оцифровывать их, потому что для них надо бережное хранение все равно. Обходилась книга богослову очень дорого. В одной книге написано, что человек бычка продал, чтобы туда переплет делать. Сегодня медресе нуждается в серьезной реконструкции. Об этом красноречиво говорят многочисленные трещины. Уже из-за обрушения пришлось восстанавливать левую стену. Жители Цахура создали специальный фонд для восстановления памятника. Скоро работу должны начать специалисты из Москвы. Хадижа Атмазгарова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.